Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Лига интеллектуальных игр совместно с агентством БНК продолжает радовать вас играми в онлайн-формате. На прошлой неделе мы играли с вами в медиа-игру. Сегодня мы предлагаем вам сыграть в «Что, где, когда». Это довольно привычная для вас игра. Будет состоять из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Но нюанс будет заключаться только в том, что вы будете играть ее удаленно, зато всей республикой и в онлайне. Перед игрой мы провели предварительную регистрацию, и на сегодняшний момент у нас зарегистрировано 42 команды. Мы надеемся, что все эти команды примут участие в игре. Они представляют Ухту, Микунь, Сыктывкар, Усинск, Печору, Инту, Вуктыл. Знаю, что играет Усть-Цилимский район, а также у нас есть команда, которая зарегистрировалась из Пермского края, из Губахи. Кроме того, судя по всему, с нами играют выпускники нашей лиги, уже не живущие на территории республики, но представляющие, тем не менее, вспоминающие о нашей республике, представляющие ее на интеллектуальных играх. Как будет проходить игра? Еще раз, 3 тура по 12 вопросов. Бланки игры, ссылки на бланки игры все выложены в группе Лиги интеллектуальных игр в соцсети ВКонтакте. Каждый бланк — это одна форма. Мы рекомендуем вам открыть сразу несколько форм подряд. На 1, 2, 3, 4 вопрос и так дальше до конца 12-го, до конца 1-го тура. Заполнить название команды и отправлять их по мере того, как вы будете отвечать на вопросы. Когда время выйдет, и я скажу, что ответы больше не принимаются, мы закрываем прием ответов и начинаем проверять ваши результаты. Таблица с итоговыми результатами точно так же, ссылка на таблицу размещена в группе Лиги интеллектуальных игр. Там вы можете видеть, как идет игра, как идет борьба и на какие вопросы вы отвечаете или не отвечаете. Если вы хотите написать апелляцию или вы не согласны с зачетом вашего ответа, пожалуйста, пишите или в личных комментариях, или каким-то другим доступным для вас способом. Важно, чтобы этот комментарий был или абстрактный, вроде как «проверьте наш 7-й ответ», мы команда такая-то, и не дающий пищу для размышления, то есть не дающий ответ каким-то другим командам. В целом, кажется, что все основное уже сказано. Мы желаем вам хорошей игры, и давайте начнем. Итак, первый тур, первый вопрос у нас будет такой. Это понятие было введено социологом Георгом Зиммелем для характеристики положения социальных групп. В 2020 году оно приобрело новый смысл. Напишите это выражение. Время. Осталось 10 секунд. Время вышло, заполняйте формы, и отправляйте их. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, ответы больше не принимаются, и
мы оглашаем первый ответ на первый вопрос. Правильный ответ – социальная дистанция. Зачет – социальное дистанцирование. Мы надеемся, что социальное дистанцирование не помешает вам хорошо сыграть сегодняшнюю игру. Мы переходим ко второму вопросу. Писатель Клод Митра, комментируя сказку, противопоставляет светоносную прозрачность обуви запачканному лицу героини в начале произведения. Назовите героиню произведения. Время. Осталось 10 секунд. Время вышло, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, и ответы мы больше уже не принимаем. Итак, ответ на второй вопрос. Это Золушка. Прозрачность обуви – знаменитые хрустальные башмачки. Запачканное лицо героини, как известно, Золушка. Работала на кухне, а ее имя происходит от золы. Мы переходим к третьему вопросу нашей игры. Валюта Перу называется новый соль. Ранее она называлась Инте в честь бога. Бога чего? Время. Осталось 10 секунд. Время. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, ответы больше не принимаются. Правильный ответ на третий вопрос. Название валюты «Новый соль» происходит, естественно, от Солнца. А раньше она называлась в честь Инте, бога Солнца. Так что в этом смысле ничего не изменилось. Мы переходим к четвертому вопросу первого тура. В 2001 году Виктория Воронина спела про то, что средство для макияжа может быть таким. Одна из полос флага перуанского города Куско тоже такая. Какая такая? Время.
Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы ждем ваши формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Больше мы ответы не принимаем. И давайте узнаем ответ на этот вопрос. Виктория Воронина в 2001 году нам спела про фиолетовую пудру. А флаг перуанского города Куско, он имеет на себе, так сказать, на своем изображении 7 цветов, цвета радуги, одна из полос которого, естественно, фиолетовая. Следующий вопрос, вопрос номер 5. Убийца из рассказа Михаила Булгакова видит над собой его. В июле 2018 года произошло великое противостояние его. Назовите его словом латинского происхождения. Время. Секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки больше не принимаются. Давайте узнаем ответ на 5-й вопрос. Это противостояние Марса. Марс, в числе прочего, это и определенный образ и символ убийств и преступлений. Благо, что у него есть два спутника, Фобос и Деймос. Так что противостояние Марса, и Марс взошел на красном небосводе как символ данного преступления. 6-й вопрос. В 1971 году в гольф сыграли именно там. Первый мяч улетел примерно на 200 метров, второй на 400. Хотя бьющему было тяжело даже просто передвигаться. А где именно там? Время. Секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ответы мы больше не принимаем. Давайте узнаем ответ на этот вопрос. Вполне естественно, когда мы бьем по мячику на Земле, то он далеко пролететь не может, мешает атмосфера. А вот на Луне на 400 метров вполне можно мяч запулить. Все происходило на Луне, а бьющим был Алан Шепард во время выполнения миссии Аполлон-14. 7-й вопрос первого тура.
С 2010 года студия Уолта Диснея проводит футбольный турнир, который иногда называют Лигой Его. В Китае его называют Ми Лао Шу. Назовите его двумя словами на одну букву. Время. Секунд. Время вышло, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все формы сданы, больше формы мы не принимаем. Правильный ответ на этот вопрос – это Микки Маус. Вполне логично, что студия Уолта Диснея основала турнир имени своего мультипликационного персонажа. Также забавно, что некоторые кубки иногда называют Микки Маусами за их форму, а также за форму их ручек. А само имя этого мультипликационного персонажа в разных странах, естественно, связано с названием мыши на разных языках. Правильный, извините, следующий вопрос. Вопрос номер 8. Героиня фильма «Аризонская мечта» протягивает главному герою его и говорит, что хочет подарить ему весь мир. Театр в Новосибирске также называется «Он». Назовите его. Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы, мы принимаем ваши формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы больше не принимаются. Итак, ответ на этот вопрос. Театр назывался «Глобус». Ну и, собственно, «Глобус» — это, в общем-то, весь мир. Вероятно, театр назван в честь более известного лондонского тезки. 9-й вопрос первого тура. Его идея возникла во время наблюдения за тем, как прокладывают ходы в дереве корабельные черви. Впервые его использовали при строительстве тоннеля под ней. Назовите ее. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, формы сданы. Давайте узнаем ответ на 9-й вопрос. Это Темза. Речь идет о прокладке туннелей под рекой. Примерно по аналогии с корабельными червями был устроен первый проходческий винт. Если вы подумали про то, что речь идет о строительстве метро, вы, в принципе, тоже недалеко ушли от верной версии. Так или иначе, первое метро было проложено в Лондоне. Итак, следующий вопрос. Вопрос номер 10. При первом выходе из камеры Трал увидел не привычные серые камни, а желтоватую землю. На ней, рядом с каждым стражником, лежали они, повторявшие каждое их движение. Назовите их. Время. Десять секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Больше ответы не принимаются, форма закрыта, и мы узнаем ответ на 10-й вопрос. Правильный ответ – это тени, которые лежат с каждым человеком, в общем, так или иначе, действительно повторяют каждое движение человека, а желтоватая земля, она отсвечивает солнце. Трал никогда не видел солнечный свет. 11-й вопрос. X – это необычное слово, которое появилось благодаря слиянию названия синтетического материала и мелких твердых органических частиц. Согласно шутке, амбидекстер – это человек, которому все равно, в какой руке держать X. Назовите X. Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы, сдаем ваши формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы больше не принимаются, мы проверяем ваши ответы и узнаем ответ на этот вопрос. Ответ на 11-й вопрос – это пипедастер. Шутка в том, что амбидекстер – это человек, одновременно хорошо использующий и левую, и правую руку. Поэтому ему все равно, в чем держать пипедастер. Но амбидекстер, пипедастер – небольшая игра слов. Пипедастер включает в себя два корня, одно из которых означает мелкие частицы, то есть пыль, по-английски dust. Следующий вопрос. Вопрос.
12-й, последний вопрос первого тура. Норман Дэвис замечает, что восточная политическая традиция основана на семейственности. Комментируя это, он приводит турецкую пословицу, которая гласит: «Власть – это кормушка». С кем турки сравнивали того, кто от нее не кормится? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ответы больше не принимаются, форма закрыта. И перед тем, как мы узнаем ответ на 12-й вопрос, мне очень приятно еще раз поблагодарить агентство БНК за предоставленную возможность проведения игры в онлайн-формате. После 12-го вопроса будет перерыв на 10 минут. Таймер вы увидите на экране, поэтому, в принципе, это довольно удобно, как мне кажется, и вам не нужно будет специально засекать время для того, чтобы вовремя вернуться с кухни, где вы нальете себе чай и сделаете бутерброд. Итак, ответ на 12-й вопрос первого тура – это свинья. Для мусульманского народа это запрещенное животное, так что турки, естественно, не хотят подпускать свинью к кормушке. Власти или не власти, в данном случае, наверное, для турок это не принципиально важно. Итак, я напоминаю, что текущая турнирная ситуация, текущая таблица в режиме онлайн обновляется, и ссылка выложена в группе Лиги интеллектуальных игр. У нас довольно плотные результаты. Первый тур прошел в борьбе. Ну, в целом кажется, что все команды, безусловно, большие молодцы и замечательно справляются с поставленными задачами. У нас есть, как я вижу, уже один почти максимальный результат. Тем не менее, вся борьба еще впереди. Итак, у нас перерыв на 10 минут. До встречи здесь же на канале БНК.
И снова здравствуйте. Зовите ваших сокомандников к экрану. Так вышло, что наш таймер не запустился, хотя на тестировании он вполне себе вел адекватно. Ну что поделать, такова жизнь. И есть человеческий фактор, и есть машинный фактор. Надеюсь, что это вам не сильно испортило настроение. Тем не менее, заявленные 10 минут для перерыва мы вам выделили. Результаты внесены все в таблицу. Вы можете писать ваши претензии, зачеты, дозачеты, почему не зачли, писать гневные буквы и смайлики куда хотите. В принципе, мы все это рассматриваем. Слово «куда хотите» подразумевает не то, что мы их не видим, а то, что вы можете их писать в комментариях. К записям вы можете писать в личные сообщения. В целом, нам без разницы, каким образом мы получаем от вас фидбэк. В принципе, на этом, наверное, предварительные мои умозаключения закончены. Давайте перейдем ко второму туру игры. Вас там ждут, я надеюсь, не менее интересные вопросы. Итак, 13-й вопрос игры. Образно говоря, путь в 1900 шагов он прошел за 4 года, с 2015 до 2019. Напишите его имя. Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильный ответ на 13-й вопрос – это Сэм Мендес. Сэм Мендес – режиссер, который в 2015 году снял фильм про агента 007, а в 2019 фильм 1917. Так что «Путь» – это лейтмотив последнего фильма, и разница между этими цифрами, она чуть более 1900 шагов. Вопрос номер 14. Внимание, в вопросе есть замена. По легенде об одном флаге, король Арагорн провел после охоты 2 пальцами по золотому щиту. Какое слово мы немного изменили в предыдущем предложении? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы, ответы больше не принимаются. Давайте узнаем ответ на 14 вопрос. Это Арагон. Речь идет о появлении флага королевства Арагон. Так что это король Арагона. Так вот мы немножко изменили это слово. 15 вопрос игры. Сафоний Рязанец, создавая Задонщину, использовал аллюзии на известное ему произведение. Какое крылатое выражение использовала Адрианова Перец, комментируя это обстоятельство? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, мы ответы больше не принимаем, форма закрыта. Давайте узнаем ответ на 15 вопрос. В начале было слово. Речь идет о слове о полку Игореве. Была дискуссия, что было создано в начале, Задонщина или слово о полку Игореве. Известный историк русского языка и литературы Адрианова Перец вполне аргументированно сказал, что в начале было слово. 16 вопрос. В качестве исторического региона это упоминалось в слове о полку Игореве, как место проживания половцев. Широко известным это стало только в XIX веке. Назовите это. Время. Десять секунд. Время вышло, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, формы закрыты, больше ответа мы не принимаем. И давайте посмотрим на правильный ответ на этот вопрос. Правильный ответ на 16 вопрос – лукоморье, о котором писал Пушкин. И лукоморье также упоминается в слове полку Игореве. Там жил не только кот-ученый, но еще и половцы, как оказывается. Переходим к 17 вопросу. Журналист Андрей Ромашков, анализируя экономический кризис в Венесуэле, цитирует одного американского писателя.
Как его зовут? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Сдаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки больше не принимаются. Давайте узнаем ответ на 17-й вопрос. Его звали О. Генри. Речь идет о фразе «боливар не выдержит двоих». Денежная единица Венесуэлы называется боливар. И в результате экономического кризиса очевидно, что с ней происходит какая-то беда. Так что венесуэльский боливар, по мнению журналиста, не выдержит двоих, не выдержит экономического кризиса. Такой вот был 17-й вопрос. И мы переходим к 18-му вопросу. На одной карикатуре изображен суд над уроженцем Пизы. На предложение судьи подсудимый отвечает: «Из плоского тут только ваши шутки. Назовите этого подсудимого». Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Сдаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки больше не принимаются. Давайте узнаем ответ на 18-й вопрос. Он был не очень сложный. Зовут этого человека Галилео Галилей. Галилей доказывал, что Земля круглая. Он родился в Пизе, долгое время жил и работал в этом городе. Так что он был первым противником теории плоской Земли и, очевидно, плоских шуток. 19-й вопрос. В 2020 году британская делегация покинула Европарламент, символически держа в руках зонты и чемоданы. Мелодия, исполняемая на каком инструменте, играла в это время? Время.
Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки больше не принимаются. Мы начинаем их проверять. Давайте узнаем ответ на этот вопрос. Звучала в это время волынка. Самый традиционный британский инструмент. Так что это было довольно символично. Взять зонты, чемоданы и под звуки волынки уйти из Европарламента домой. Следующий вопрос. Вопрос номер 20. Кадр мультфильма, в котором дочь морского царя сидит на утесе, является отсылкой к этому. Где это можно увидеть? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы, больше мы их принимаем. И давайте узнаем ответ на этот вопрос. Это памятник русалочке. Соответственно, его можно увидеть в Копенгагене. Русалочка, согласно сказке Андерсена, также является дочерью морского царя. А кадр мультфильма, о котором идет речь, это советский мультфильм «В синем море в белой пене». 21 вопрос. Несмотря на то, что сегодня никто не знает, как он выглядит, проследить его перемещение не составляет труда. Как его зовут? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки все приняты, форма закрыта. И теперь мы узнаем правильный ответ на 21 вопрос. Никто не знает, как выглядит Бэнкси, но в принципе все знают, где он был, потому что он оставляет о себе напоминание на стенах в виде граффити. Правильный ответ Бэнкси. Если вы считаете, что ваш ответ также верен, пишите нам в комментариях. Мы рассмотрим все ваши варианты, возможно, даже зачтем как верные. Почему бы и нет.
22 вопрос. В известной последовательности на первом стоит 9. Напишите ее автора. Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы. Мы их сейчас как раз начинаем проверять. Давайте узнаем ответ на 22 вопрос. Это Менделеев. В таблице периодической системы химических элементов на первом месте стоит водород. Его символ H, 9 буква английского алфавита. Так что на первом месте стоит 9 буква. Так получилось. 23 вопрос. В словаре, подготовленном за 10 лет до появления его теории, для одного из символов указывается множество значений. От углерода до крикета. Другая его работа была посвящена физике жидкостей в соломинках для питья. На самом деле его звали как? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши бланки. Хочется сказать, задаем ответы. Ну, в общем, так это, в принципе, и получается. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, ответы больше не принимаются. Давайте узнаем ответ на 23 вопрос. На самом деле его звали Альберт Эйнштейн. Форма вопроса намекает на известный мем. На самом деле это был Альберт Эйнштейн. Ну и в принципе он, конечно, много чем занимался. И он вполне себе гений 20 века. 24 вопрос. Последний вопрос второго тура, после которого мы снова дадим вам время отдохнуть. Эйнштейн однажды сказал: «В альфы Всевышнего заглянуть трудно, но в то, что он играет в кости и прибегает к телепатии, я ни на миг не поверю. Назовите ту из альф, которая в 2020 году получила Оскар». Время.
Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы начинаем принимать ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, ответы сданы. Мы узнаем ответ на последний 24-й вопрос второго тура. Это Джокер, а речь идет о картах. В карты Всевышнего заглянуть трудно, но в то, что он играет в кости, я ни на миг не поверю. Фильм «Джокер» получил Оскар в 2020 году. Итак, на этом у нас перерыв после второго тура. Все результаты традиционно по той же самой ссылке. Проверяйте ваши зачеты. Мы ждем ваши комментарии, если вы считаете, что вам какие-то ответы не зачли. Мы все внимательно проверим, пересмотрим и добавим вам утерянные баллы. Перерыв на 10 минут. Мы с вами встречаемся в 16-17 минут 8.
Еще раз всем доброго вечера. Мы начинаем третий тур, последние 12 вопросов сегодняшней игры. У нас на текущий момент примерно такая ситуация. 18 баллов, и это у нас первое место имеет в своем наличии команда «Тигры разума». С 17 баллами в таблице находятся «Расхитители гробов». И кажется, больше команд с 17 баллами нет. 16 баллов набрал «Маразм». Ухтанет из, естественно, Ухты, утомленный газом из Вуктыла. Юту, ухтинская команда. Дальше есть несколько результатов с 15 баллами, например, у Лехи Панина из Ухты. И так дальше. В общем, довольно плотные результаты. Нам поступают не только комментарии, но и апелляции, в том числе и апелляции, связанные с наличием фактических ошибок в вопросах. Безусловно, это наша большая проблема. Нас, это имеется в виду авторов игры. В любом случае, вы имеете полное право на подобные апелляции, и, естественно, они будут рассмотрены. Так что итоговые результаты, конечно же, мы опубликуем после игры, когда рассмотрим все ваши претензии, апелляции, дозачеты и возможные снятия вопросов. К сожалению, еще раз просим прощения, бывают и такие случаи, которые ускользнули от внимания авторов и тестеров пакета. Надеюсь, это вам не сильно испортит настроение в конечном счете. Итак, переходим к следующему вопросу. Это у нас будет вопрос 25. В 1970-е годы на молодежном сленге парень мог называть свою подругу так же, как и место своей военной службы. А как именно? Время. Десять секунд. Время вышло, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы, больше бланки не принимаются. Правильный ответ на 25-й вопрос. Это скво. Моя скво – это укоренившаяся форма обращения в результате популярности фильмов про индейцев в 70-е годы. На волне популярности фильмов про Чингачгука и так дальше обращение «моя скво» было довольно популярно в молодежной среде. Скво, кроме всего прочего, это Северо-Кавказский военный округ. Такова игра слов и аббревиатур. 26-й вопрос. В 1916 году в Европе и Америке появился такой энцефалит. Его жертвы засыпали и не просыпались. Такого состояния опасалась Марина Цветаева. Какое слово мы заменили словом «такой»? Время.
10 секунд. Время вышло. Сдаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы, они больше не принимаются, и давайте узнаем ответ на 26-й вопрос. Это летаргический энцефалит, который мог погрузить человека, можно сказать, в летаргический сон. Многие известные люди боялись быть похороненными заживо в летаргическом сне. Одним из таких людей была Марина Цветаева. Следующий вопрос, вопрос номер 27. При нормальных условиях так можно назвать скорость примерно в 340 метров в секунду. Какой герой так смог убить нескольких врагов? Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Сдаем ваши формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы, мы их больше не принимаем. Итак, ответ на этот вопрос. Это храбрый портняжка. Так, это одним махом. Так что одним махом можно назвать скорость примерно равную 340 метрам в секунду. Это соответствует одному маху. Храбрый портняжка, как известно, одним махом 7 убивахом. В разных источниках это были разные насекомые. В данном случае не об этом шла речь. Вам нужно было ответить, кто этот замечательный персонаж. Следующий вопрос. Вопрос номер 28. Это вопрос-дуплет. Два вопроса по 30 секунд обсуждения на каждый. Вы пишете два ответа подряд в одном бланке. Пишите один то-то, два то-то. Итак, первый вопрос с дуплетом. По мнению Андрея Архангельского, только комедия оказалась способна передать серьезность и мрачную актуальность ее. Назовите ее двумя словами на одну букву. Время. Второй вопрос дуплета. Один раз Санкт-Петербург отметил свой юбилей на 4 года позже. Назовите причину такого запоздания двумя словами на одну букву. Время. Осталось 10 секунд.
Время вышло, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, бланки сданы, ответы тоже. Правильный ответ на вопрос дуплета. Это в первом и втором случае смерть Сталина. Только в первом случае это фильм «Смерть Сталина», а во втором случае непосредственно данное событие. Так что юбилей, который должен был прийтись на 1953 год, Санкт-Петербург отметил 4 года спустя. Причем, что самое забавное, именно этот юбилей 250-летия со дня основания города было отмечено чуть-чуть позже. Так, немножечко припоздали. Следующий вопрос. Вопрос номер 28. Извините, 29. Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, тятя. Пропуск. Пишут лучше Гришковца. Заполните пропуск одним словом. Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Сдаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, бланки тоже вышли, сданы, так сказать. Правильный ответ на вопрос номер 29. Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя-тяти нейросети пишут лучше Гришковца. Современное стихотворение. 30-й вопрос. Принцип презумпции невиновности называют иногда двоюродным братом такого принципа. Какое имя собственное входит в его название? Время. Десять секунд. Время вышло, сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время на сдачу бланков закончилось. Давайте узнаем правильный ответ на этот вопрос. Это Рассел, имеется в виду принцип чайника Рассела, который примерно гласит то, что если ты чего-то не видишь, то иди докажи, что ты это существуешь. А точнее, ты сам должен доказать то, что существует или не существует на самом деле. Так и принцип невиновности. Вину человека нужно доказать. Изначально, априори, он невиновен. Правильный
Извините. Следующий вопрос, вопрос номер 31. Советский дипломат рассказал Юрию Никулину, что один его фильм он нередко показывает иностранцам, после чего переговоры идут гораздо лучше. Фильм подходит как нельзя кстати, потому что он короткий и такой. Какой такой? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ваши ответы. Мы принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы, мы их больше не принимаем, и давайте узнаем ответ на этот вопрос. Такой – это без слов, или немой, или какие-то другие варианты, которые будут правильные, так сказать, в смысловом виде. Речь идет про комедию «Пес Барбос» и «Необыкновенный Кросс». Не надо переводить. Любой человек может ее понять, все понятно, можно показывать любым людям. И что самое важное, фильм короткий, так что можно показать буквально в перерыве. Все смеются и дело спорится. Таким образом, советский кинематограф немножечко помог советской дипломатии. Следующий вопрос, вопрос 32. Никита Михалков вспоминал, что во время съемок одного фильма он разделил массовку на две части. Первых и вторых. Первые посчитали это оскорблением и перешли ко вторым, скрывшись среди своих соплеменников. Назовите фильм. Время. Осталось 10 секунд. Время. Задаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки больше не принимаются, ответы сданы. А теперь правильный ответ на вопрос. 32. Это фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Михалков вспоминал: построили мы массовку, рассчитали на первый и второй, сказали: первые пассажиры ограбленного поезда, вторые разбойники, чеченцы. Все из первых ушли в разбойники, сказали: меня грабить, вы что? Для них это было оскорбительно. Так что первые это свои, а вторые это чужие. Образно говоря, свои перешли к чужим и стали там тоже, в общем, своими, так или иначе. Первый фильм Михалкова вполне себе неплохой, как и многие другие. Следующий вопрос, вопрос номер 33. Православный календарь
для рабочего стола, кроме полезной информации, показывает каждый день новые альфы? Назовите альфы. Время. Осталось 10 секунд. Время вышло. Задаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, формы сданы. Давайте узнаем ответ на 33-й вопрос. Православный календарь — это приложение для компьютера, а альфы — это иконки. Каждый день на рабочем столе появляются новые иконки, в данном случае святых. Каждый день в честь памяти того или иного святого, который отмечается непосредственно вот в этот день. Для напоминания. 34-й вопрос. По словам Андрея Кравчука, фильмы «Викинг», «Адмирал» и «Союз спасения» можно назвать ей Российской империи. Какие 11 букв мы пропустили? Время. Десять секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, бланки сданы. Давайте узнаем ответ на 34-й вопрос игры. Это кинотрилогия. Так имел в виду Андрей Кравчук. Фильмы «Викинг», «Адмирал» и «Союз спасения» можно назвать кинотрилогией Российской империи. 11 букв, которые мы пропустили, это кинотрилогии. Следующий вопрос, предпоследний вопрос игры, 35-й вопрос. Герои комикса «Маус» идут по тропинке, которая извивается в форме ее. Назовите ее. Время.
Осталось 10 секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, бланки сданы. Итак, правильный ответ на 35-й вопрос. Комикс «Маус» — это единственный комикс, который получил Пулитцеровскую премию. Он рассказывает о жизни в Европе в период нацистского господства, в период существования нацистской Германии. Мыши там представляются в виде евреев, а кошки в виде немцев-нацистов. Герои, два мышонка, идут по тропинке, которая извивается в форме свастики. И, наконец, последний 36-й вопрос игры. В вопросе есть замена. Во время Второй мировой войны американские города заполнили плакаты, на которых пинап-красотки в костюме дяди Сэма взывали: «Мне нужны твои иксы», потому что он пошел на военные нужды. Какие 4 буквы мы пропустили в вопросе? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончилось. Давайте узнаем ответ на 36-й вопрос. Мы пропустили 4 буквы. Это буквы «нейл». Имеется в виду нейлон пошел на военные нужды. А родине понадобились чулки. Ну, мы не спрашивали, какая в вопросе замена, просто сказали, что она присутствует. Во время Второй мировой войны американские девушки и женщины фактически отказались от нейлоновых чулок, которые шли все на военные нужды. Имеется в виду не чулки, а сам материал для стропы для парашютов и так дальше. Фактически каждая американская девушка имела возможность приобрести не больше 2 пар чулок в течение года. На этом мы с вами закончили игру. 36 вопросов прозвучало. Сейчас идет проверка последнего вопроса. На текущий момент мы видим, что в игре приняло участие 39 команд. Фактически это все команды, которые зарегистрировались предварительно. Это замечательно. Сыграли команды, я напомню, из Ухты, Микуни, Сыктывкара, Усинска, Печоры, Прилузского района, Вуктыла. Я вижу команду из... Ну, в целом, наверное, все. И к нам присоединились новые команды.
Печорский район, точнее Прилузский район еще не принимал участие в наших играх. Это замечательно. У нас на текущий момент времени, по текущей ситуации, лидером является команда, как я вижу, наверное, не одна команда. Это у нас «Утомленные газом» из Вуктыла, это «Тигры разума» из Сыктывкара, «Расхитители гробов» из Сыктывкара. Дальше результат 23 балла. Дальше у нас 22 балла набрал «Маразм», сыктывкарская команда. Кроме этого 22 балла еще, пожалуй, никто не набрал. 21 балл имеют команды Юту, Ухтанет. Дальше уже идут результаты от 20 и ниже. Друзья, еще раз скажу, что все ваши спорные вопросы, дозачеты, апелляции мы принимаем, проверяем таблицу, будем редактировать. Итог будет подведен в группе Лиги интеллектуальных игр. Мы надеемся, что вам понравилось играть в онлайн-формате. Мы отлично понимаем, что это довольно неожиданное и довольно сложное занятие. Кажется, что чем быстрее нам получится играть вживую, тем лучше. Но пока что есть, то есть. Вполне возможно, мы продолжим также проводить игры на портале БНК и через какое-то время, так сказать, покажет ситуация. Еще раз хочется поблагодарить портал БНК за предоставленную возможность провести подобную игру. Надеюсь, она вам понравилась. Спасибо за игру.